Добрый вечер, уважаемые наши телезрители. В эфире телеканала «Казахстан-Ақтау» программа «Субхат Тайм». Данная программа является диалоговой площадкой региональной службы центральных коммуникаций Мангистауской области, созданная по личной инициативе главы региона Иралы Лухпановича. Итак, Казахстану нужно сохранить лидерство по привлечению иностранных инвестиций. Необходимо привлечь транснациональные компании, разработать инвестиционную стратегию. Об этом глава государства говорил и не раз в ежегодном послании Казахстану. Мы работаем в прямом эфире. В студии для вас работает Айсулу Дудпаева. Телефоны студии скоро у вас появятся, уже появились на ваших экранах. Я же напомню, код города Ақтау 87292, номер телефона студии 30 34 50. Сегодня мы пригласили в студию директора мангистауского филиала АО «Национальная компания «Казахинвест» Айнур Тумышеву. Добрый вечер, Айнура. Здравствуйте. Время эфира у нас очень ограниченное. Надеемся на динамичное, содержательное интервью. И наш первый вопрос. Нас смотрят не только в городе, нас смотрят и в районных центрах, и в поселках. Поэтому первый вопрос. Что такое инвестор? Кто такой инвестор? Что такое инвестиции? В двух словах, чтобы было всем понятно, о чем мы будем говорить сегодня. Спасибо большое за приглашение и за предоставленную данную возможность выступления. Я хотела бы отметить, что инвестор – это человек, который приходит и вливает свои финансовые средства. И не обязательно финансовые, бывают технологические инвесторы, которые привозят свое оборудование или какие-то новшества. Наша же компания, национальная компания «Казахинвест», занимается полностью поддержкой этих инвесторов, будь это отечественные инвесторы или иностранные инвесторы. Вы очень хорошо заметили, что политика всей нашей страны и главы нашей страны сейчас привлечение транснациональных компаний, именно иностранного прямого притока капитала для развития нашей экономики. Скажите, пожалуйста, вчера буквально состоялся международный транспортно-логистический форум. Расскажите немного об итогах встречи. Что удалось, что было, кто были гости, кем они были приглашены? Конечно. Как раз данный форум вчера на самом деле прошел. Он был организован акиматом Мангистауской области совместно с региональным представительством национальной компании «Казахинвест» Мангистауской области. Были приглашены гости из 7 стран. Обсуждалось транспортно-логистический потенциал и транзитный потенциал Мангистауской области. Ни для кого не секрет, что Мангистауская область имеет огромнейший потенциал именно в перегрузке, как перевалочный пункт, так и транзитный пункт через всю нашу страну. И не только страну. Все грузы, которые проходят с Европы до Китая и в обратном сторону, вот как раз и инициатива президента нашей страны «Новый шелковый путь», он и как раз пересекает нашу область. Расскажите, какую государственную поддержку оказывает Казахинвест? Казахинвест оказывает любую поддержку для всех существующих и потенциальных инвесторов. Мы говорим, начиная от консультации, заканчивая полностью сопровождением инвестора до подписания контрактов. А также, вот как вы вчера заметили, повышение инвестиционного имиджа региона. То есть это проводить какие-то мероприятия, работать тесно с посольствами, с консульствами, приглашать людей, рассказывать о потенциале, разрабатывать какие-то раздаточные материалы, видеоролики, которые раскрывают весь потенциал нашей области. Вот как раз на вчерашнем мероприятии участвовало 7 стран. У нас были гости именно порты этих стран, именно Транскаспийского коридора, который тесно взаимодействует с нашими портами. У нас в регионе есть 3 порта: морской торговый порт, порт Баутино и, конечно же, наш новый проект, который имеет огромную стратегическую важность, это порт Крык. Получается, порта таких стран, как Азербайджан, Грузия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты, Италия, Турция приехали и посетили наши порты, как морской торговый порт, так и порт Крык. И там были уже обговорены условия взаимодействия, объем грузопотока и, конечно же, единый тариф, который был подписан буквально пару месяцев назад между транскаспийскими странами.
Айнур Нуриевна, подскажите, пожалуйста, какие преференции, какие льготы уже получили иностранные компании, которые уже на сегодняшний день работают в Мангистауской области? И есть ли таковые? Конечно, есть. Законодательная база Казахстана предоставляет очень хорошие условия для всех инвесторов в любых отраслях и в разных механизмах. Ежегодно составляется рейтинг условий благоприятности ведения бизнеса для инвестора. Казахстан занимает очень хорошую позицию среди 189 стран. И, конечно же, Мангистауская область. Учитывая, что Мангистауская область также имеет уникальные привилегии, как свое географическое расположение, как сырьевая база, ресурсы и, конечно же... Выход на море. Да, это потенциальные рынки. Иран, Туркменистан, Азербайджан. Узбекистан, Азербайджан, Россия. Ну и, конечно, через прямую ЖД-линию до Китая. Как раз и этот коридор, про который мы говорим. Услуги, оказывается, платные или бесплатные, безвозмездные услуги у вас как? Все услуги оказываются на безвозмездной основе, так как это, как я уже отметила, политика всей нашей страны и, конечно же, политика главы нашего региона Тугжанова Яралы Лукпановича, чтобы полный спектр услуг для инвестора оказывался бесплатно от начала Что до вы конца. имеете в виду под полным спектром услуг? Давайте вот детально. Давайте. Мы говорим про инициацию новых проектов, то есть это предпосылки развития каких-то отраслей и выработка конкретных проектов. Под эти проекты через наши партнеры Казахинвест, так как она является национальной компанией, головной офис находится в Астане. Также у нас есть партнеры, есть советники офиса за границей, которые тесно работают как раз с советниками с Министерства инвестиций и развития, которое за границей. Мы тесно сотрудничаем с этими офисами. Эти конкретные проекты рассылаем по разным странам и ищем под конкретные проекты конкретные инвесторы. Как только какой-то инвестор заинтересован, мы ведем тесную работу с ними. Мы их привлекаем, приглашаем, либо сами вылетаем туда, чтобы полностью описать проект, показать возможности, потенциал. Дальше, когда они приезжают, они знакомятся с регионом, объектом. Мы устраиваем встречи с главой нашего региона, которые дальше обсуждают потенциал взаимодействия, какие-то проекты. Конечно же, создание новых рабочих мест, конечно же, экономический эффект, все это сразу обсуждается, после чего помогаем уже с документальной работой. Здесь, наверное, уже начинается самое интересное и самое сложное. Там, вы правы, очень много работы. Инвестиции – это стратегическая работа, очень долгосрочная, очень много документальной работы. Мы говорим от открытия нового СП, нового ТО, резидента, зарегистрировать здесь. Потом это какие-то соглашения, договора на поставку или же на сбыт. И если мы уже говорим про преференции, какие-то условия, которые вы уже упомянули, то есть по предпринимательскому кодексу мы можем предложить инвестору даже инвестиционные субсидии, вернуть какую-то часть его денег, которые он проинвестировал, если это прошло экспертизу в комитете по инвестициям и в Министерстве инвестиций и развития. Также есть таможенные пошлины. Мы можем освободить от таможенных пошлин. Мы можем, наверное, это очень самый важный момент, когда вот освобождение от таможенных пошлин. Не на бумаге ли это все остается? Нет, я могу сказать, что буквально 2-3 месяца назад у нас был инвестор из Турции, оборудование было инвестировано из Германии. Айнур Нуриевна, мы еще раз вернемся к этому. У нас есть телефонный звонок, так как мы работаем в первую очередь для наших телезрителей. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вечер добрый. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой, тематика очень интересная, естественно, это и поручение президента, да, который ставил задачу перед правительством. Ваш вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, приведите конкретно яркие примеры того, какие инвестиции были привлечены в наш регион и с какими странами необходимо налаживать контакты, то есть конкретно с какими странами в первую очередь нужно вести диалог. Вообще анализ, мониторинг проводится в этом плане? Спасибо. Спасибо большое за Вопрос, ваш вопрос. конечно, интересный. Очень Спасибо интересный большое. вопрос. Но я думаю, сотрудничать надо со всеми странами. Ведется большая работа именно по аналитике. Как молодой человек отметил, очень важная работа, которой не было. Сейчас были определены топ-10 приоритетных стран, с которыми мы ведем переговоры.
Ну, вопрос был двухэтапный у этого человека. Первый, он спросил конкретные проекты и инвестиции. Могу Да, давайте привести на первый очень, вопрос, да. да, очень много успешных инвестиционных проектов. Привести пример. Например, это Каспий Битум, где 51% у нас инвестировано холдингом Сити Китая, производство дорожного битума, стратегический проект не только для Мангистауской области, но и для всей страны. Например, Хайдельберг Цемент, который построил производство цемента в поселке Щитпе, немецкие инвестиции. И, Можно в конечно же, цифрах здесь? Подробнее в да, цифрах, да. было инвестировано 39 миллионов долларов, открыто 200 новых рабочих мест, именно вот если говорить про Хайдельберг Цемент в Щитпе. И, конечно же, очень много успешных проектов в отрасли нефтесервис и нефтедобычи. И диверсификация этих инвестиций, она просто очень обширная. Мы говорим про Данию, мы говорим про Китай, мы говорим про Аргентину, мы говорим про Италию, Финляндию и так далее. Но касательно второй части вопроса, с кем нужно вести переговоры и на что мы сейчас делаем упор. За последний месяц, который работает Казахинвест в регионе Мангистауской области, открылись мы только в июне текущего года, мы провели уже 23 встреч с иностранными потенциальными инвесторами с участием главы нашего региона. Были определены топ-10 стран, как я уже отметила, с ними идет очень тесная работа. Мы им отправили 10 приоритетных, то есть краткосрочных, самых важных проектов для нашего региона, которые были... Какие это? Во-первых, это проекты водоснабжения, водоотведения, конечно же, строительство опреснительных заводов. Сейчас обсуждается... Остро стоит вопрос, да. Да, сейчас обсуждается проект строительства опреснительного завода в поселке Хрык на 50 тысяч кубических метров в день. Очень много заинтересованных инвесторов на данный проект. Если Это говорить... замечательно. Да, очень много... А конкретнее, какие именно инвесторы, с каких стран? У Вот нас именно есть по опреснительной воде. Именно, например, остановиться, вот проект опреснительного завода в поселке Курык, у нас есть потенциальные инвесторы из Израиля, которые буквально 3 недели назад встречались с Яралой Лухпановичем. У нас есть компания из Италии, у нас есть французская компания, вторая израильская компания. У нас есть компания из Омана, которые уже отправили свои предложения официальные. Есть компания из Кувейта, как раз посол Кувейта приедет к нам с визитом на следующей неделе. Тоже приезжали с инвесторы. Малайзии сегодня получили документ, как раз и предложение на данный проект из Соединенных Штатов Америки. Все эти на один проект. Я Поэтому думаю, поток вы инвесторов... достаточно исчерпывающе ответили на вопрос, который нам задал телезритель. Я же хотела еще раз напомнить, что программа «Сухпат Тайм» — это диалоговая площадка региональной службы центральных коммуникаций, созданная по личной инициативе главы региона Яралы Лухпановича. Итак, следующий у нас вопрос. Хорошо, с иностранными инвесторами мы вроде все вопросы, уже на все вопросы ответили. Как состоит инвесторы, бизнес с нашими своими отечественными бизнесменами? Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Как Кто раз им помогает? Была проведена работа нашим региональным представительством Казахинвест в Мангистауской области, составление списка потенциальных партнеров для инвестиционных проектов. Как бы упор именно Казахинвест делает больше на привлечение иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций. Но мы обязательно обеспечиваем, чтобы они заходили в партнерстве с местными предпринимателями. Был определен приоритетный список местных предпринимателей, которые предлагаются нашим инвесторам. Пользуясь случаем, хотела бы сказать, что если есть местные предприниматели, которые хотели бы совместно с иностранными компаниями реализовать проект, будь это софинансирование, будь это строительная часть, либо предоставление технологий, то мы всегда рады получить ваши заявки. Наш офис находится в Акимате, областном Акимате, 14 микрорайоне, на 4-м этаже. А также у нас есть второй офис, здание Палаты предпринимателей Мангистауской области в 35-м микрорайоне. Будем всегда рады, наши двери всегда открыты. Поэтому, если есть предприниматели, которые изъявили бы желание сотрудничать, то есть ваши двери всегда для них открыты. Да. Скажите, по каким критериям оценивается вклад инвестора? Вот что это должно быть?
Вы уже говорили, что не только финансы, это еще и не заходит с технологиями, но что они еще, какие критерии нужны для того, чтобы вы им помогали, чтобы вы с ними сотрудничали? И если какая-то определенная, это крупный инвестор, это мелкий инвестор, мы с мелкими инвесторами не работаем, мы работаем только с крупными инвесторами, как-то у вас делятся это или абсолютно для всех открыто? Сразу хотела бы сказать, что Независимости. никакой градации нет. По суммам, по отраслям, по странам. Мы работаем как с местными, так и с иностранными инвесторами в любых суммах, в любые инвестиционные проекты. Если предприниматели, потенциальные инвесторы готовы вкладывать деньги, мы помогаем на любые проекты. И на ваш первый вопрос касательно, какие критерии. То есть мы являемся представителями правительства, которые в первую очередь защищают права нашего региона. То есть это в лице акимата области, Мангистауской области. Поэтому мы всегда ведем переговоры вместе. И акимат области всегда ставит условия, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы был социально-экономический эффект, чтобы это отражалось на нашем ВВП, ВРП нашего региона. Расскажите, пожалуйста, вот в нашем регионе климат, инвестиционный климат очень благополучный, судя по вашим словам. Все для этого делается. А что не делается? Наверняка есть какие-то проблемы. Какие это проблемы? Проблемы всегда имеются. Как раз касательно проблем, одна из функций, которую выполняет представительство Казахинвест в нашей области, это сбор информации по проблемным вопросам существующих инвесторов, которые работают в нашем регионе. Опять же, пользуясь случаем, хотела бы сказать, если у наших инвесторов в нашей области есть проблемы, которые не были озвучены, или не дошли до руководства области, до местных исполнительных органов, или же до правительства, мы всегда рады получить ваше обращение. За последний месяц, который функционировал здесь Казахинвест, мы получили 9 обращений от существующих инвесторов. Из этих 9 4 обращения уже были положительно решены. Остальные 5 являются в работе, так как остальные 5 нуждаются в изменении законодательства. Как раз и ответ на ваш вопрос. Какие проблемы у нас в регионе с привлечением инвестиций? Законодательная база требует существенных изменений. Мы говорим, например, про то, что была компания, есть компания, у которой есть проект осуществления пирса, строительства терминала. Но, к сожалению, они не могут получить никаких разрешительных документов, так как на акватории земельный участок не является на балансе акимата Мангистауской области. То есть, получается, где суша, это на балансе акимата области. Где начинается море, ни на чем ни балансе не имеется. Это Поэтому большой вопрос, и очень много проектов приостановлены. Мы и как раз в именно по июне этой текущего причине года инициировали обращение в правительство, так как председателем Совета директоров нашей компании является сам премьер-министр Республики Казахстан. Мы написали обращение в головной офис Казахинвест, которое в свою очередь уже это обращение передало премьер-министру. Сейчас проект передачи этих акваторий на баланс Мангистауской области уже лежит на согласовании в Министерстве сельского хозяйства. Думаем, что в течение 1,5 месяцев, максимум 2 месяцев, мы уже получим данные. Айнур Нуриевна, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о инвесторах, о инвестициях. А куда хотят больше всего инвестировать инвесторы? Зарубежные именно. Это туризм, это или только сырьевая база, это нефть, газ? Или все-таки есть? Помимо воды, хорошо. С опреснительным заводом мы уже поняли, что интерес большой. Интерес есть большой, хорошо. А что еще есть? Сельское хозяйство. Конечно, в каждой области есть своя специфика и конкретные отрасли, которые являются благоприятными, так скажем, для ведения бизнеса. Инвесторы очень хорошо это понимают. И, конечно, на данный момент 51% нашего валового регионального продукта области приходится на промышленность, так как у нас как-никак нефтяной регион. Туризм никого не интересует? У нас есть прекрасная база сейчас... Кендерле. Очень много проектов было радужных именно по Кендерле. Есть ли как раз конкретные ведется инвесторы на работа сегодняшний по день? диверсификации
экономики нашего региона, чтобы она не была сырьевой, поэтому привлекаются инвесторы в несырьевой сектор. Мы говорим именно про И как туризм, успехи? мы говорим Вот как раз туризм, про сельское какие хозяйство. успехи по туризму? Какие На реальные прошлой есть неделе, инвесторы? буквально 4 дня назад, приезжали потенциальные инвесторы со своим предложением на развитие курортной зоны Киндерли. У них разработан мастер-план, который был также сравнен с 2 мастер-планами, которые до этого разрабатывались. Они презентовали свое видение главе региона Ералу Лухпановичу. Дальше ведутся переговоры именно по спецификации. Так как сначала нужно будет развивать там поселок, чтобы развить какую-то курортную зону, чтобы придать ему особый стратегический статус, нужно, чтобы там было население. Рабочие силы, да. Сейчас ведется работа по открытию нового Обслуживающий персонал тут же. поселка. Все Да. правильно. А ближайшее это Жановый-Зень, 80 километров. Ну что же, я думаю, у нас, к сожалению, время эфира подошло к концу. Я же напоминаю, что в студии у нас была Айнур Тумышева, директор мангистауского филиала национальной компании «Казахинвест». В студии для вас работала Исла Дудпаева. До новых встреч в эфире.